Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тире-тире. Кто-то нам с вами звонит. А кто нам с вами звонит? Ой. А кто тут стучится? Кто тут стучится? Это кто же к нам пришел? Здравствуйте. Как? А заходите, пожалуйста. Маркиз, ну что? Ну, Маркиз. Ой, какая хорошенькая. Заходите, пожалуйста. Вот у нас тут заходи. Маркиз, ну что ты? Ну что? Ах ты, боже мой. Ах ты, боже мой, какая прелесть. Здравствуй, елочка, здравствуй. Здравствуй. Пришла. Как же мы с тобой давно не виделись. То все пальмы да пальмы. А то все пальмы да пальмы. Да, здравствуй, здравствуй. Заходи, пожалуйста, будь как дома. Елка плакала вначале от домашнего тепла. Как там дальше? Как там дальше? Ну-ка напишите мне. Потом плакать перестала. И тихонечко ушла. Ах ты, боже. Держи, А что Яна? Яна что? Маркиз куда-то ушел. Кот, воспользовавшись ситуацией, сбежал из дома. Ой, какая крепкая, как она пахнет. Здравствуй, красавица. Отойдем немного от сказки. Спрошу тебя, сколько она стоит. 35. 35? Да. Как недорого. Здесь. У нас здесь... мне надо отойти, у меня горит. Что тебе говорит? В прямом смысле? В прямом. В прямом. Ай, хорошо, как Крестюшка. Ай, привет, привет. Ну, Маркиз, конечно, в шоке. Да. 35. А вот те вот, которые мы с тобой 55. снимали у магазина, там было 55 и так далее. На рыночке, вот около дома недалеко, на районе, опять же, елка стоила 35 евро. Очень красивая, Вася. Очень пушистая, частая. Просто там, как бы, понимаешь, они сейчас все, как бы, все маленькие, высоких елок вообще, как бы, как правило. То есть, если еще выше, да, нам бы еще, конечно, бы повыше, в принципе. Ну, нет. Но они уже как-то их так или нету, или они Нет, какие-то хорошие. Они До как-то потолка. Все, отлично. Она же еще в постамент станет. Все. Да не там чуть-чуть. Шикарно. Еще бы, конечно, повыше бы немного. Вот так вот. Извините, так уж нас с вами отвлеклись с самого начала. Наступает Рождество, и сегодня я вышла к вам для того, чтобы рассказать о ценах на елку. Тоже я хотела обязательно это сделать, но так, знаете, внезапно все это случилось. Ну, в общем, хорошо, когда не по сценарию. Я собралась рассказать вам, как тушится капуста по-эстонски на рождественский стол. На какой я минуте рассказала, зачем я сюда пришла. Сегодня мы с вами тушим капусту по-эстонски. Тушеная кислая капуста со свининой. Прошу не путать, это смульги капсат. Это очень много, часто путают люди. Мульги капсат — это совершенно другое дело. Туда добавляется перловая крупа. Это нет. У нас с вами сегодня hautatud капсас jõuludeks. Тушеная капуста со свининой на рождественский стол, которая подается с кровяными колбасками, со свиным сеапрадика, свиное жаркое, кровяные колбаски, немножечко маринованной тыквы, брусничный салат, не варенье, салат, брусничный соус. Все эти ролики у меня на канале есть, рецепты есть. Если кому-то интересно, может быть, на будущее, пожалуйста, посмотрите. Вот, все это в холодильничке у меня есть, стоит. Накрывать мы рождественский стол с вами тоже будем. Ну, а сегодня я хочу вам показать, как делается эта тушеная капуста, и параллельно рассказать вам, сколько стоят елки в Таллине перед Рождеством и Новым годом. Так, капуста делается просто, но очень не быстро. На эту капусту нельзя сделать так, что сегодня сочельник,
О, давай-ка я там за пару часов или даже с утра. Нет, это не получится так. Это процесс очень простой, но очень долгий. Если вы хотите получить действительно то, что надо нам с вами получить. Вот мы купили на Нымевском рынке вот такое мясо. Здесь много жира, шкурку. Ну, шкурку эстонцы кладут со шкуркой. Я не делаю так, я ее все-таки срезаю. Я топлю на ее, как бы вот это сало. И потом туда уже крошу, кладу само мясо. Мясо примерно килограмма 2. Капусты 3 килограмма. Квашеной капусты. Сейчас я срежу шкурку, буду ее топить в своей жаровне. Можно даже меньше мяса, все как бы жир, вот так вот рекомендуется. Но я люблю, чтобы в капусте попадалось мяса тоже много. Вот так. Теперь срезаем шкурку, моем и будем топить эту шкурку сала в жаровне. А жаровню я уже приготовила. Одну шкурку удалила. Я ее не разрезаю прямо. Вот сейчас я ее натоплю и целиком так и выкину. Это мясо сейчас будем резать на обычные кубики квадратиков. Точно так же снимаю со второго куска шкурку и тоже топлю ее целиком. Пока сало топится, я вот режу на сначала такие кусочки, потом на обычные кубики. Это произвольно, никаких здесь особенностей нет. Капуста заберет весь жир, а мясо будет очень прекрасным дополнением в этой капусте. Ну вот один кусок я нарезала, теперь то же самое делаю со вторым, также на кусочки. Kes elab metsa sees, kes elab paksu metsa sees. Пока тушилось наше сало, я уже успела сбегать на маникюр. У меня уже новый маникюрчик. И теперь мы закладываем, вынимаем это сало, которое натопилось, и закладываем свинину. Это следующий этап, вот в наш разогретый жир. Вот эти шкварки у меня отдали жир. Сейчас я их выкидываю. И закладываем свинину. Выкладываем свинину. И будем ее обжаривать. Способов приготовления капусты бывают, конечно, разные. Иногда лук закладывается сразу, иногда после капусты, иногда с мясом вместе. Но этот раз я покажу вам, как это делается с капустой вместе. Я не обжариваю сегодня лук вместе со свининой. Она сейчас у нас будет обжариваться здесь до золотистого цвета. Смотрите, как ее много. Она здесь вообще, ну, пол жаровни заняло у меня это мясо. Сейчас это все она отдаст свой жир, она осядет. И мы будем с вами закладывать капусту. Все поместится, казалось бы, да, куда 3 килограмма капусты и 2 килограмма мяса. Вот здесь все такое небольшое. Нет, это так кажется. Сначала мы, конечно, с вами потискаем коленкой, а по итогу ничего особо многого не будет. Ну что, Маркиз, что скажешь? Ты караулишь, да, если она сейчас свалится? На тебе уже иголки. На Маркизе уже иголки. Ну что? А? Тушим нашу свининку, тушим. Она должна начинать такая, чтобы она коричневенькая была. Тушим. Ну вот видите, немножечко она так обжарилась. Вот так вот запечаталась. И теперь мы сюда выкладываем всю капусту, что у нас с вами есть. Из пакета прямо с соком обязательно. Весь сок, что там вот у нее на дне. Вот все сюда, сюда, сюда. Вот так. Потише делаем нашу плиту. Перед тем, как закладывать капусту, обязательно ее попробуйте. Такую вот сырую, чтобы знать, сильно кислая она у вас, такая соленая или нет. Нужно будет потом добавлять сахар, играть с сахаром или нет. Эта капуста настолько изумительна, что ее можно взять
столовую ложку и просто вот так кушать сразу. Она изумительная. Так, и 3 килограмм. Сначала все кажется что-то невероятно многое. Все слишком, а потом увидите, что будет в итоге. Мы едим такое блюдо, вот эту вот капусту, все Рождество, и в само Рождество, как бы 24-го сочельника, 25-го и 26-го, то есть это готовится на семью, на гостей, на 3 дня минимум, поэтому чем она дольше стоит, она тоже еще вкуснее, но она не простоит. Так, вот теперь здесь что-то, вот коленка, я говорила, да, коленкой. Так, теперь мы дадим ей немножечко усесться, пока с вами приготовим лук. Лука возьму штуки вот такие большие, у меня луковицы штуки 3. И буду их резать полукольцами. Не квадратики, не кубики, а полукольца. Лучок я нарезаю вот такими полукольцами. Капустка наша тут задышала. Процесс пошел, шкварчание. Пока мы еще ее не будем перемешивать, потому что просто она вывалится. Скоро она начнет садиться, уже в принципе пошел процесс. Так. Главное, смотрите, чтобы не сильный огонь, она чтобы не подгорела там у вас на дне. Хорошо, конечно, если капуста у вас вот с таким соком. Бывает, попадается сухая. Вот тогда придется добавлять воду, а это уже совсем другая история. Постарайтесь, чтобы она все-таки сочная была. Поэтому мы ездим каждый год в одно и то же место, на Мемновский рынок, и всегда покупаем вот там. В других местах у меня были проколы всегда. Вот, мне уже здесь по краешку удается ее немножечко перемешать. Довольно скоро мы с вами сюда добавим лук. И пойдет процесс уже, как говорится, время будет работать на нас. Она будет просто тушиться. Здесь уже ничего не нужно будет делать. А про специи расскажу чуть позже. Процесс у нас вот здесь такой. Вы видели когда-нибудь лежачую елку? Вот посмотрите, пока можно. Это лежачая. Здесь не влезает она по толщине. Немножко подпиливаем. Немножечко полежи. Ох, тебе придется всех радовать. Наряжаться. Да. Маркиз, а ты что, следишь отсюда? Ага, страшно, да? Конечно. Так, сейчас нам занесут нашу елочку, красавицу. Мы вот на такую стелим ее штуку, подставку такая. Смотри, вон там. Да, смотрю. Ай, красавица. Вроде она так устойчивая. Да, хорошенькая. Это же дерево живое, оно не может быть идеально прямое, оно же настоящее. Просто видишь, чтобы визуально, чтобы тоже было, что Ну, да. видно, так понимаешь. Угу. Или тогда эту наклон сюда сделать, к нам. Даже не знаю. Или его надо еще вот туда еще. Наверное. Да, вот я бы так. Ну-ка, покрути-ка так, ага. Но она с любого боку красивая. Она такая хорошенькая. Чтобы не было видно это. Да, наклон. кривизна начинается макушки примерно вот с конца, как будто, а сам ствол пряменький. Угу. Ну что, Маркиз, наступает твое время. Потому что папа льет в елку сахарную воду. Говорят о том, Да. что сахарная вода способствует долгому жизни вот этой елки. Ну, как ты сказала криво. В общем, я к чему хочу сказать, что у нас кот Маркиз хлебает эту воду из-под елки сахарную. Потому что это бесплатно все вкусно. Я говорю, может, тебе чаю налить? Маркиз, опять сейчас будет пить. Тоже сейчас покупаю на рынке тоже. Советчики тоже, мужик стоит, да. Там тоже, вот это хорошо, вот это хорошее, вот это хорошее. Потом какая-то тоже там сердобольная.
Дама. Вот купите, придете, значит, нальете, воды нальете и сахару добавите. Вот увидишь, спасибо То людям, есть, спасибо людям советуют, молодцы. То есть, типа, знаешь, Да, хорошо. Так, эта ветка будет, она отломлена, отломи ее сразу, потому что она будет сохнуть и валиться будут с нее. да, Да. не, слушай, не она... Ой. Нет, она сломана, она будет сыпаться, Нет. это игрушку повесит. Ничего кто. она не сломана. Ну, надо ее оторвать. Она зарастет, ничего. Как зарастет? Зарастет, там же смола. Она... Что ты? Тебе сразу хирург, сразу резать. А вылечить, что? Зарастет, говорит. Слабо. Ой, я не могу. Так, все. Так, ну что теперь? Самое любимое. Прости, господи. Гирлянда. О-о-о-о. Голенькая еще. Вася. У нас же зрители. Так, и мы с вами теперь протушилась уже, видите, как будто легкий налет коричневого цвета на капусте. Теперь мы сюда закладываем лук. Казалось бы, куда? Коленкой пока жмем. Куда? Кастрюлю какую-то. Нет, куда так много, я говорю про это. Можно нажать коленом, пока еще, потом все осядет. Лук выкладываем весь, ничего не боимся. Так, все. И мы теперь закрываем крышку. И будем сюда только изредка заглядывать. Пусть тушится. Теперь пошел процесс, пошло время. Это надолго-долго. И вот так она у нас с вами будет тушиться. А в это время я вам пока покажу и расскажу, сколько стоят елки в Таллине. Ну и заодно елочные украшения. Заехали в депо. Хотела вам показать предрождественскую, предновогодний сумасшедший дом. Все парковки заняты, все занято. Здесь продаются елки. Давайте посмотрим, сколько эти елки стоят. Живые и неживые. Всякие. Это живые елочки. Здесь должна быть карточка клиента. Тогда, если вы берете 3 елки и больше, вам же надо 3 и больше, тогда елочка стоит, эта маленькая, 12 евро живая. 12, а так без карточки клиента 15 евро. Но я вам с карточкой клиента рассказываю. Вот такая 13, и все они такие, какие-то елки такие, как это сказать, странные. Ну, необычные такие. А 24 евро, вот такая, она уже высокая, но не очень пушистая. Это живые, это подставки. И здесь огромный выбор вот этих елок. Подставки по 6,70. И вот тоже здесь елочки, они упакованные. Если надо, упакуют вам. Но они не все невысокие, такие. Вот по 12 евро. Ой, пахнут как. Вот 12, это уже, как сказать, обычные такие. Но у них макушка длинная. Вот здесь уже побольше. Здесь 13 евро. Ну и упакуют вам сюда. 13 евро, если вы берете 3 и больше. Ну тогда 15. И такие они все как серебристые ели, понимаете, да? Они все очень пушистые и очень маленькие. Низенькие, в смысле. Ну, такие свежие, не сыпятся. Пахнет здесь хорошо. 18 евро. Ну, тоже такая более-менее обычная, и то нет. И все, в принципе, одного более-менее размера маленькие. Ну, 15, да, считайте. Это вот у женщины в руках. Допустим, вот такая. Она 15 евро маленькая. Вот такая. А здесь живые, Вася. Живые я Вот это да. цены показываю. Они Нас очень такие маленькие, да. устраивают. Ну вот, может быть, мама, она не хочет такую. Тут 3 и больше. Она не хочет живую. Ты смотри, 15, вот это, только всё, кстати, да. карточка депо. У меня их 3, по-моему, с собой. Где? У меня В кошельке. тоже- в кошельке. Да, в кошельке. В общем, мы с вами смотрим желтую цену, не оранжевую, желтую. Да, 18, 15, 15, 14, 14. Вот такие елки.
А теперь посмотрим не очень живые. Какой гномик? Бози. Ой, так, что здесь у нас? Какие елочки? Прямо с витрины нам давайте. Так, 77 евро. Вот это прям такая, как настоящая. Огромная. И стоит она 385 евро. Вот такая хорошенькая. 174 евро. Так, вот здесь искусственные 16 или 18 евро. Вот такая небольшая совсем. Вот хорошенькая. 53 евро, похоже на елку. Такая уже 135, 150. Вот такая. Ажиотаж везде. Просто, конечно. О. Еще в один приехали Баухоф. Забыла, как читается. А может быть, здесь сейчас такой мужчина елку такую красивую нес. Еще Баухаус, еще Баухоф. Еще мы же не везде были. Везде же все. Смотрите, какие. Это нужно будет сейчас ненадолго. И потом это вот сейчас прямо какая-то истерия, боже мой. Успокойся, Яна, успокойся. Смотрите, как тащат елки. А здесь всяких гномиков, фомиков. Вот какую? Что мне надо? Куда? Нет, какую? это надо этому. Кому? Гномику. Какую елку? Где? Вот эту, смотри. Что это такое? А она, между прочим, вся светится. Это очень даже Вот красиво. надо. Да, она светится, Это надо красиво. маркиз, чтобы он- 69,90 с карточкой клиента. 93 Это ел. какая? Подожди. Вот это твоя. Разве? Да, Нет, это что да, ты путаешь? нет, я ничего не Не путаю. может быть такого. Конечно. Не может, говорит, не верит. Может. Вот самая хорошая елка. Вот это самая хорошая. Собрал. И все, будет блестеть в комнате. Знаешь как? М-м. Так, ладно. Мы ходим, мы поддались, общий такой. У меня аж дыхание такое, знаете. Все надо. Елки надо. Да, уже никак не взять себя в руки. А что это Дед Мороз здесь? Ну просто такое. Ой, какая хорошенькая. Смотрите. Компания. 42 вместо 105. Да, нет, вообще цена. 120 евро. Ну, А так такая. она вообще-то А 105. это шариками? Если шариками, то 120. Сойти с ума здесь. Минус елки 60%, рождественские украшения 70%, все в августе, это гирлянда минус 60%. В Баухофе сейчас. Мне нужно такую совушку, мне надо все срочно. Все шарики. Боже мой, здесь, ну это просто невозможно. Вы видите, что здесь происходит? В забу дыхание сперло. Это нечто, вы посмотрите. Все рождественские елки минус 50%. Поэтому, наверное, здесь так все с елками идут. А это как будто пряничный домик, Пип-Паркова Гимая. И очень много гирлянд разных. А здесь все в черном цвете. Почему бы и нет? И какие здесь? Минус 60% на все. Уже с ценами. Смотрите, сколько здесь. Даже на люстру можно повесить. Здесь елка была 1000 евро 20. 1020, а стало 480. 60% все елки. Минус все. Это 3-метровая. Вы смотрите, какие здесь. Здесь же для дома. Вообще вечная елка. Смотрите, какие. 408 было 1020. Минус 60%. 330 была 800. 194 была почти 500. 152 была 380.
красота. 90 была 225. И потом еще здесь всякие, которые сверкают и переливаются уже встроенные. Что делать, если хочется все? Ага. Люди... Нет, вон там высокие, смотри. Здесь маленькие по 15,99, по 22 евро в горшках. Это живые уже. И вон там тоже высокие елочки. 27,99. Юлю Куск. Ну, вот такая, допустим. Да. Вот такая, например. Тебе не нравится нам домой? Такой или ту? Я люблю живую. Неплохая. Неплохая, да. Я повыше взял. Да, макушка все заберет и все, да. Маленькая. Для нас она маленькая, да. А вот ту пощупать следующую. Я взял повыше, да. Хотя, в принципе, она плотная такая. Ну, у нее, видишь, макушка идет все. Нет, это просто да, сама хорошая, да. У вас всегда приносят такие елки, что... А здесь, смотрите, половины иголок уже нет, наверное, уже все осыпалось или что? Это уже лучше. Это уже лучше. Ну, какая-то она... Такая, смотри, широкая. Ну, это вообще огромная. Нет, она какая-то толстая, бессмысленная. Да, у них толстый. И вот так у нас каждый год. Я стараюсь в этом участие не принимать. Это делает муж сам, потому что, мне кажется, мы бы переругались сразу, даже если бы пошли вместе это все брать. Потому что начнется здесь вот это, да вот это, а давай вот это. Мы переругаемся, если мы будем вот так. Ну, мне кажется, если мы будем вдвоем выбирать, мне кажется, мы переругаемся. Не знаю, ты всегда сам выбираешь, она звонит в дверь. Да, но это ты же всегда делаешь. Я не хочу в этом участвовать. Самим с собой. А я нет, мне кажется, я бы... Может, мне так кажется, хочется поругаться. Вот видите? Да. И потом еще, когда устанавливаем елку, мы тоже можем переругаться. Смотри, куда туда. Ой. Это держи. Вот и держи. Что ты так держишь? Неужели нельзя было подержать? Ну, в общем, вот так. Вот такая история про елки. Сколько стоят елки искусственные и не очень живые, в смысле, в Таллине. Вот это 15,99. Знаете, маленькие. Не хочешь мучиться с елкой? Выбирай пальму. Вот. Езжай к пальме. Ну вот, да. А в этом году никак. И меньше по крышам скакать надо. Ой, ну что, пошли. Все. У меня все рябит, блестит. Ну его нафиг. В общем, если вы не знали, то рождественские товары все минус 60-70%. Сейчас Баухофе, да? Где мы? Ой, вот это покажи. Да, я поставлю. Да. Ой, да. Ой, такие вот, видишь? Боже. Вот это пластик или пластмасса? Да нет. Стекло? Ну, такое что-то среднее. Бьется. На все вот муж всегда делает вот так вот. Хрустальные ли это бокалы, бутылка ли это шампанского, игрушка ли. Почему-то она всегда делает вот так пальцем. Да. А вот это, смотри, на елку, на это. Макушечка. Да. У нас макушечка упирается всегда в саму елку. Не надо нам, у нас есть. Не надо. Так, а здесь вот еще просто продажа пунктов вот такие елок. Сейчас посмотрим с вами, сколько стоят они здесь. Это уже никакой не магазин, а вот такие точки по всему городу. А сколько стоят елки здесь? Здесь, наверное, метраж. Вот это прекрасная елка. Очень. Вот это шикарная просто. Шикарная, да. Ну вот у нас аналогично. Муж приносит всегда что-то такое домой. Жуть эту, потом это все сыпется. Ну, в общем, я молчу, конечно. Смотрите, какие частые елочки. Здесь, наверное, по метражу. Вот это я не знаю. Как это узнать? Ой, пахнет. Очень частые, очень красивые. Пушистенькие, я имею в виду. Вот это тоже красивая. Вася, вот это. Она не очень, вроде бы, нет, большие все. Она не очень такая дико пушистая, чтобы еще жить-то, ходить в комнате где-то. Вот это. Высокая. Ну, под потолок обычно ставим. Здесь как-то нет никого. Ну, Вась, ну а как ты хочешь, у большого дерева должен быть маленький ствол, что ли?
А как ты хочешь? Ну, это что-то очень... Но вот она не очень, как сказать, огромная, там еще ходить. Та, конечно, лучше была. Она полкомнаты съест, да. Скажи-ка, что ты выбрал в итоге? Ну, слава тебе, Господи, до колена тебе, да? Все, Вася выбирал и выбрал. Купалю. 55 евро елка. Вот эта вот, которая стоит у входа. Красивая самая вот эта. На 55 евро. Вот такие вот. Ну, самый такой же под потолок, чтобы вот густая, вот все вот как надо. А вот эти сколько? Он спрашивает, это только с точки зрения нас. Вот эти вот такие, сейчас я отойду. Эти 45, а совсем такие поменьше 40 евро. Вот эти вот. Вот такие у нас цены на елки. А вот еще вы приехали к себе на раю. Должна это сказать таким голосом, на районе. Очень, кстати, красиво украшен променад. У нас здесь вот всякие шарики. И как-то здесь обычно точки вот эти продажи. Но здесь вообще ничем не пахнет. Обычно здесь вот они продаются. Обычно, знаю, тут и 24-го. Да, и вот. Народу как бы это. И никого здесь. Хотя там все открыто, и елки продаются. Ну, это было просто вот так вот интересно. Так, уже коленкой закрывать не надо, уже можно перемешивать, еще не очень свободно, ну, в общем, уже как бы можно, да. Видите, процесс идет. Немножечко сейчас положим с вами специи. Какие же специи я кладу для того, чтобы капуста была вот, приобрела тот самый рождественский аромат и вкус? А все очень просто. Моя хитрость — это приправа для пипаркоки. Это, как бы, по-моему, прислала наша зрительница Галиночка. Это я очень люблю эту приправу в Рождество. Приправа для вот пипаркоки. Вот это пипаркоки, короче, приправа для печений пряных, вот. Да, это Галиночка нам прислала. На кончике ножа, девочки, мальчики, никакого такого, что бухнули полчайной ложки, килограмм, ничего вот этого, чтобы не было. Но вот просто должно быть такое, знаете, придыхание. Ну вот чуть-чуть на кончике ножа. И гвоздика сушеная, ну, штучки 3, наверное, не более. Вот прямо должно угадываться. Если только будет, вот чувствую гвоздичку, там все пропало. Все должно быть очень-очень немножечко и только угадываться. И вот это мы сейчас с вами добавим, немножечко размешаем, в общем, колдуем, создаем праздничное настроение. В доме уже, знаете, как пахнет, уже елочкой, уже капусточкой, уже настроение прекрасное у всех. Вот так эта приправа выглядит. Это Галиночка нам прислала. А в Таллине, в Эстонии, продается такая же для пипаркокит, только написано на эстонском. И вот, ну вот столько. Видите, как у меня мало ее? Вот вообще чуть-чуть. И гвоздичек. Штучки 3. 3, вот здесь 5, и это много. Давайте вот 4 положим. Вот 4. Я бы их, наверное, потом, когда она будет полностью готова, бы удалила. Чтобы они не давали вот дальше того, чего нам с вами уже не надо будет. Ну, совсем чуть-чуть. Все это по мере готовки вы пробуете, чувствуете, нюхаете. Все должно быть угадываться, что пахнет как будто бы Рождеством, и вот не поймешь, что, в общем. Я ставлю тушиться ее на ночь. Вот она у меня будет сейчас на двоечке все время. На ночь я ее оставлю. Выключу, конечно. Выключу. И завтра с самого утра снова включу на двоечку, на троечку. И пока она у нас с вами не приобретет эдакий коричневый цвет. Сегодня буду весь день, вечер. И ночь она должна обязательно постоять ночь. Покиснуть вот так вот, подумать.
Ах, эти ароматы. Ну, я же знаю, что вы чувствуете это прямо через экран. Знаю. Все, больше нам с вами здесь делать нечего. Я закрываю, буду периодически подходить, ее перемешивать. Перемешивается она уже очень легко, потому что вся садится. Да, уже не надо ни коленками, ничего. Спокойно уже перемешивается. Что можно еще сделать накануне Рождества? Я еще варю картошку. Варю картошку просто, может быть, даже в мундире, посмотрю. Неважно, чищенную или в мундире. Она должна у нас с вами свариться и ночку остыть. И тогда на завтра, когда будем накрывать рождественский стол, эту картошку мы будем с вами делать по-деревенски, то есть запекать в духовке со специальными специями для картошки. Я показываю вам то, как вот проходят вот эти мои наши дни семейные, да, без всякого только рецепта или только влог. У нас все переплетается, понимаете, да? Канал не кулинарный, и вот он, как вот живу, то показываю. Да, завтра мы сделаем с вами картошку в духовке перед подачей на рождественский стол. Завтра мы будем смотреть с вами кровяные колбаски. Кстати, о кровяных колбасках, их сегодня нужно вынуть из заморозки. Они у меня в заморозке были заказанные, вот эти колбаски. И они будут размораживаться у нас с вами. Завтра тоже с картошкой пойдут в духовку. Вот как я это делаю, как накрываю стол, какой у нас будет оглек, как получится капуста, это все уже на следующий день. Сегодня елка у нас с вами установлена, муж сейчас, да, пылесосивает, поняли. Вот. И наряжать елку сегодня мы не будем. А наряжаем елку мы всегда в сочельник. Таковы традиции нашей семьи. Каждый из членов семьи должен повесить игрушечку на елку, кто-то по две. В общем, всей семьей мы наряжаем елку. Это я оставлю уже здесь, как говорится, для себя. Поймите меня правильно, да. И я хочу побыть просто в семье, без камеры, без всего. Просто я вам рассказываю свои традиции. Сегодня мы оденем на нее гирлянду. Гирлянда должна быть, она должна быть готова. И уже в сочельник, когда мы будем с вами накрывать на стол, вот это все ставить, тогда все домашние, вся семья наряжает эту елочку, ну хотя бы по одной-две игрушки каждый должен повесить. Ну вот так. А сегодня только гирлянда. Уборка вот такая все. Ну вот вы видите, как мы живем. А сейчас я буду с вами прощаться, потому что капуста у нас с вами тушится. Так тихо, хорошо. Начинает опускаться вот эта тишина, рождественский покой. Хочется уже немножечко успокоиться от этой беготни, с детками посмотреть «Один дома» или «Морозко», или «12 месяцев», что-то в этом духе, знаете. Да, немножечко хочется нажать на тормоза и побыть с семьей. Ну, сами понимаете, всем хочется этого, да, рождественского тепла, семьи, любви. И да, вот это вот именно душевного тепла, семейного тепла. Самое же главное в нашей жизни — это все-таки любовь, это семья, правильно? Покой в душе. Вот, так что на сегодня я с вами прощаюсь. Сейчас мы еще нарядим елку, в смысле повесим гирлянду. И все, капустка наша с вами тушится, а мы увидимся с вами завтра. Я всех поздравляю с Рождеством, с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, любви, тепла семейного, счастья вам, вашим семьям и всех-всех. Хайт Бюхи, хайт Йола. С Рождеством!